Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. В горных населенных пунктах республики завершено строительство стратегически важной дороги для жителей сел Аршты и Чемульга. Теперь можно спокойно передвигаться, не опасаясь за свою жизнь. На церемонии открытия присутствовал глава республики. Он отметил, что новая дорога – это подарок ко Дню республики. А вот к 25-летию Ингушетии горные населенные пункты будут обеспечены бесперебойным водоснабжением. Инузбек Евкуров сам сел за руль и проверил качество асфальта. Самый лучший способ проверить качество дороги – это проехаться по ней лично. Глава региона, сидя за рулем автомобиля, рассказывает, что думает о совсем новой трассе в предгорном районе, которая так красиво сочетается с окружающим пейзажем. Для района, для жителей Арштов, Чемульга, для гостей это удобно, хорошо. Слишком крутые были подъемы, а сейчас более пологие спуски и безопасно. Главное, чтобы молодежь и те, кто будет по этой дороге ездить, чтобы они аккуратно ездили, потому что поворотов все равно много. И в зимнее время или в дождливую погоду дорога может быть непредсказуемой. Не торопились, главное, ехали потихоньку. Этот проект по развитию горных сел не последний, заявляет Инузбек Евкуров перед собравшимися жителями села. В планах, по его словам, полностью закрыть вопрос с водоснабжением в Арштах и Чемульгах в срок до следующего дня рождения республики. Глава подчеркнул, особенно радует то, что строительство дороги, а это одно из самых богоугодных деяний в исламе, совпало не только с 24-й годовщиной образования региона, но и со священным месяцем Рамадан. Вижу объект Окамы, ламышка ел вертыш масна далендели. А шуга маснига дал марки бот павл болт. Сразу после этих слов Инузбек Евкуров вместе с жителями населенных пунктов Аршты и Чемульга приступает к открытию дороги. Это событие точно войдет в историю этих двух горных сел. Разметки на дороге, ведущей в горные села Ингушетии, строгие и аккуратные, как на трассе федерального значения. С таким же вниманием отнеслись и к дорожным знакам, под особым контролем те, что предупреждают об опасных поворотах, а также знаки об ограничении скорости. Радости местных жителей нет предела. Они благодарят руководство за дорогу превосходного качества и считают эту транспортную артерию в своих селах необходимой как воздух. Сегодня люди не верят этому счастью. Вот эти женщины, которые стоят за моей спиной, хотят выразить благодарность. Каких-то полчаса мы в районе. Мы можем сейчас сегодня 4 раза ехать в район. Когда хотим, едем. Кроме того, эта дорога нас связала с Бакинской трассой, с федеральной трассой. Асфальт начали укладывать в прошлом году. И вот трудности с передвижением по грейдерному маршруту наконец закончились. Дорожная артерия будет связывать два отдаленных населенных пункта Сунжинского района – Аршты и Чемульга, расположенных в горно-лесистой местности. Теперь еще она и расширена. Также проведены работы по устройству барьерных ограждений на опасных участках. Протяженность реконструированного полотна составила более 4 километров. А для создания максимальных удобств и безопасности дорога расширена до 7 метров. Дорожники не оставили без внимания и очень важную деталь – ливневки, без которых дорогу быстро смыло бы. Сделали и аккуратную обочину. Ширина соответствует требованиям ГОСТа. Всего на строительство дороги ушло более 90 миллионов рублей. Дорога была построена по линии обеспечения подъездными дорогами населенных пунктов, которые их не имели, то есть устойчивое развитие сельских поселений. Теперь сельские поселения и не выглядят как отдаленные. Живописные Аршты и Чемульга получили соответствующую трассу, которая сблизит любые расстояния и сделает поездку в горы легкой и комфортной. А туристы, которые сюда приезжают, будут восторгаться не только удивительной природой красивейших сел, но и дорогой, которая их туда привела. Магомед Асканов, Адам Далаков. Новости 24.